Доброе абхазское утро. Привет. С вами снова километры путешествий. Сегодня 16 июня, и мы собираемся ехать домой. Дорога у нас длинная, как вы помните. Поэтому хорошего, счастливого нам пути. А мы пошли кидать монетку в море, чтоб еще раз вернуться. Нам. Раз, два. Юху! А я так, передом. Пока-пока, морюшка! Спасибо тебе за все, за хорошую погоду. Ну вот и все. Закончился наш отдых в Абхазии. И мы собираемся ехать на границу. Пока-пока до миллион. Нам было здорово. Время 3 часа 40 минут. Мы выезжаем. Ни хрена тут налило, блин. Да. Тут эта гора. И нам все время было страшно, если будет ливень. Тут прямо под горой даже, смотри, в этой канаве везде водиться. Прям промыло. Водиться, да. С этой горы, скорее всего, ручейки. Ну, там, в принципе, она сухая даже местами. Если дождь не косой был. Едем старыми тропами, только ночью. А, кстати, восход 3:38 стоял по прогнозу погоды. В Якутске? Нет, здесь. А восхода-то не видно из-за тучек. Ух, льет. Подсветили фонариками. Симпатичненько. Такие Ну, а чё штормит-то? большие лужи. У-у-у. Как на корабле. Чистые. Чистые, да. Это мы уже в Гагре едем. Морюшка. Это ж так машины прям на дороге оставляют, да? Видимо, стоянок нет в этих отелях. Фонтанчик не работал, когда мы были. Работал, ты чё, Работал, здрасте, что да. ли, да? Впереди у нас морюшка. И видно, Сириус светится. Сегодня на посту ДПС никого нет. Все спят. А днем-то прям тут работают. Только в путь. Шуршат. Шторочки задвинули. Спят усталые игрушки. Угу. Игрушки спят. Кусок хорошей дороги закрыли, блин, вообще капец. Какой-то ветер поднялся, деревья ходуном ходят. Вот дождем понамывала камни, повымывала. Прямо очень часто попадаются. Красивые виды. Вот такой ливень в Адлере. Поливает вообще. Лужи такие глубокие.
95-й, 63,85 на Роснефти. А сейчас обратите внимание на людей на стоп-кадре в переходе. Здесь с нами случилась очень смешная, но в то же время грустная история. Наши коллеги, которые из Якутска переехали в Адлер, ждали нас некоторое время для того, чтобы угостить нас горячими пирожками, встретиться и немножко поболтать. Но из-за стоящих машин с автобусом мы их не заметили. А для того, чтобы вернуться к ним, нам нужно было бы объехать половину города. Поэтому мы двинули дальше. Вот такие красивые сочинские тоннели. Светло. Со всеми указателями. Они длинные. В Абхазии, конечно, делать нужно. Ну, Ни они начинают вентиляции, стреляться. ничего. Что начинает? Они начинают что-то делать и стремятся. Ну да, конечно, если уже видят, что туристы поехали, надо. Кстати, таможню мы прошли 20 минут. Долго стояли, там по 4 машины в каждом ряду было. Досматривали там багажники. Ну, не досматривали, а осматривали. Это получается, таможню мы проходили около 5 часов утра. В 4:40 мы приехали, в 5 мы выехали оттуда. Потом встали, перенастроили навигаторы. Потому что на российские симки переключились телефоны. Довезли подругу до ЖД вокзала в Адлере. Еле-еле. Дождь такой стеной стоял. А нас еще друзья ждали, коллеги, которые живут в Адлере. Они вышли на остановку, чтобы с нами повидаться, чтобы мы к ним не заезжали. С пирожками, пирожков напекли. Ждали, нас стояли на остановке. И мы в этой стене проехали их и не увидели. И все, уже где-то разворачиваться там не вариант. Тем более в чужом городе вообще непонятно где и что. Обидно, конечно, но что делать? Тут что происходит? Сломался, что ли, пупсик? Здесь вообще светло и дождика Я в нет. зеркало смотрю, там, блин, Черное небо, да? всё, ну. Там море ближе, видимо, что ли, может. Там где-нибудь тучи какие-то идут. Всё началось. А мы в горах уже проехали Сочи. И Да, там поехали по серпантинам. Слева где-то увидишь потоки, там ливневые шахты, ну такие ливневки шахты. Они как прям полные, как горная река там. Вот. После дождевые ручьи все эти бегут. Тоже так машины ставят. Страшно. Чуть-чуть не доехали, затошнило, что ли. Что мальчишечки там сидят? Вы ушли из маршрута. С какого это маршрута? Да, мы вообще в море. В море, да? На корабле. 149 километров несемся. Ло. Туманчик такой над дорогой. Время 6 часов, 6:16. Такое движение прям интенсивное. Все с утра пораньше едут.
ДТПшка какая-то. Девчонка сидит там вся. Две девчонки. Ну, по всей видимости, две девчонки. Питерские номера. Питерские. Тут что ли какой-то ветер был еще с дождем. Прям ветки деревьев валяются на дороге. Справа как будто с горы с этой сметала. Камни вон. Видимо, хороший дождь-то был ночью, но камни повыбрасывало на дорогу. Ну, мы тоже где-то в час ночи проснулись, подскочили аж от того, что шум. Вот, все повымывало. Шум такой прям, дождь как ливанул резко. Получается, и в Абхазии был, и в Сочи. Стеной прямо прошел. Вот сейчас тоже, получается, ехали сильный такой. Море грязное. Море, ага, грязное, такое мутное, все полосами. Лоо едем. А вскоре нам написали ребята из Адлера, что вовремя мы уехали. С гор начали сходить сели, какие-то участки Адлер затопило так, что машины плавали в воде. Все еще закрыто, с 8 часов все работает. На заправке «Газпром». Мишка еще очки кто-то на него напялил. Классный такой. Так, «Газпром» мы не заправляемся. 64,20. До следующей АЗС «Газпром» 200 километров. Написано. А мы в магазин за кофейком. Здравствуйте. До встречи в Сочи. Они туда на въезде стоят, всех рассматривают. Какие номера интересные. Ну все, пока-пока, Сочи. Какая машина раскрученная вся стоит. Угу. Правильно, чтобы обращали внимание. Погода вот такая. Кто потерял какие-то мешки. Подушки это? Подушки, думаешь? Подушки. Ну, пух. Тут не пух, а как его, холофайбер или что-то там раскидали по всей Ивановской, по всей Сочинской. Господи, это уже как которая только что, видимо, херакнулись только что, блядь. Ой, я опять с матом. Просто уже которая авария у нас на пути. Машины вообще в хлам. Это уже 4-я, по-моему, да? Просто вообще в хлам. Ой, кошмар какой-то. Прикинь, если бы мы не остановились за фруктиками, мы бы там ехали. Только что же произошло. Фу, блин, как страшно. Первую аварию мы увидели там, где 2 девчонки, да? Потом желтая машина расхлестанная стояла без морды. Потом черная с бочиной, полностью снесенной. Сейчас вот это вот таксишка. А в такси по-любому пассажиры сидели. Это не что... такси, это окна на заказ. А, да? Да.
Мне показалось так. В каком-то населенном пункте едем. Честно говоря, не посмотрела. Ну, то есть я посмотрела, но не запомнила, как он называется. Чуть-чуть маленько пробка. Не Василковская это? Не. А вот сейчас будет написано город. Ну, на переходе. Трудовой славы. А, это Туапсе. Мы в Туапсе уже въезжаем. Просто до этого там было что-то такое. Получается, и авария это была перед Туапсе сразу же. И здесь немножечко пробочка. Июня, понедельник, 8:36. Там еще написано температура 19 градусов, а у нас 16 показывает. Видишь, что тут? Какая-то чертовщинка. Ну правильно, 8:30, если, блин, все на работу едут. Там вот с той стороны вообще сплошная просто. Что у них тут, Роснефть или что это такое? Да, Роснефть. А мы же сюда ехали, когда какие-то эти были учения-то тут, да, у них? Вот Красная площадь, это, по-моему, какой-то торговый центр, если я не ошибаюсь. Да, вот видите, туда и туда. Ну ничего, это недолго, быстренько. А что-то тут глушилки не сработали даже. Туда ехали, глушилки были, помнишь? А, вот они включились точно. Погибло 11, ранено 123. Не прочитала, не успела за какой период. Майкоп направо. Прямо Джубка. Вот, видите, сколько машин в ту сторону стоит. И опять дождь спалил. Да, если бы было время сейчас часов 5 утра, можно было бы заехать на морской вокзал, там погулять, посмотреть. Там красиво так. Большие кораблики стоят. И не было бы дождя. Ну и не было бы дождя, да. Но сейчас смысла нет туда въезжать. И мы едем дальше. Небо. Вот такие реки грязные. С гор, видать, все в них стекает. А потом эти реки все в море. И поэтому море заморалось. Какой храм красивый стоит. По-любому тоже подсвечивается. Наверное, в темноте. Церковь. Иконы Божьей Матери. Так, Ольгинка, Новомихайловский. На Лукой заехали 65-83, 95-й. Будем заправляться. Так, тут как вот всегда, как везде. Вкусные сосиски в булочках. Сладости. Игрушки вот эти, я прям балдею с них. Цены, правда. Но они такие прикольные. Да они, блин, классные. Смотри, какие глазастые. Френч-доги наши готовы. Ага.
Пучеглазые не могу. В общем, заправились мы на Лукойле. Получается, у нас вышла скидка с каждого литра бензина по 2 с небольшим рубля. 2,30. 2,30? Еще плюс бонусы И списали. плюс бонусы списали. Ну так это. Приятные такие бонусы. Взяли кофе. Опять кофе взяли. Да, и в следующий раз у нас Хот-доги. одна кружка в подарок. А, да, они считают наши кружки. Ну, в приложении сейчас вышло. 5 кружек берешь, Шестая в подарок, я видела, да. У них там висит. Опять дождик капает. Что-то мы его на фарко подели конкретно. Дождик. Ну, писали же, что 2 дня, 2 суток проливные дожди. Где-то идем, нету, где-то есть тучка туда-сюда. Дорога же виляет. Тоже получается камни вот выкидывает с гор дождем, ручьями. Тут даже вот туманчик такой. Вот время 9:44, мы едем по Джубге. Тут солнышко, что радует. Тут немножечко движение замедлено. В попутном направлении с нами едут в основном все местные машины, Краснодарский край. А вот во встречном большинство попадается уже иногородних. Едут, ну, в основном центральная Россия. И даже один якутянин попался на микроавтобусе на белом. Где-то на Михайловском, что ли. Навстречу попался. А так вот 126-й, там 161-й, всякие разные. По-моему, типа центр Джубги. Мангалы, магазины, кафешки. Посмотрите, сколько машин навстречу едет. 37-й, 790-й, 761-й, 75-й, 40-й регионы. 68-й, 13-й, 13-й, 2 машинки даже подряд. Видимо, компаниями едут тоже. Все туда. Все на море. Погодка наладится сейчас, и будут все отдыхать, толкаться на пляжах попами. Мы любим отдыхать, когда нет народу. Чтобы не создавать эту толкотню ни другим, ни себе. Не знаю, может быть, повторюсь, море холодное, говорят. Совсем оно не холодное. Купались от души. Последние 2 дня не купались. Потому что штормило. Так каждый день, утром, в обед и вечером. Водные процедуры морские. Тут какой-то рыночек сувенирный, вкусняшками. Ну, сейчас будут тут на выезде всякие рыночки, лавочки. Потому что люди едут с отдыха, что-то покупают. Грибы, клубника, посмотрите, лисички. Прямо стоят баннеры такие большие. Продают с машины. Вот опять что-то там. Грибы. Молодцы, заранее поставили, чтобы люди уже там начинали притормаживать, кому нужно.
искали, что они хотят купить себе. Вот лисички. Красивенькие такие. Опять грибы свежие. Фига они косой косят. Ну, здорово. Если бы я здесь жила, я бы тоже косила. Не продавал? Не знаю. Я же не умею продавать. Что-то бы с ними делала. Я даже не знаю, никогда лисичек-то не видела, что с ними делают. Солят их там, жарят. Жарят, по-моему, видела. Где-то. Слышала. Люди покрывало вытряхивают там в окно. Так, на Роснефти 65-20, 95. Персики от фермера. Черешня от фермера. Возить? Да не надо. Арбузы. А впереди какая красота. Горы в облаках. Итак, друзья, время 10:48. Мы въезжаем в республику Адыгею. До Краснодара осталось считанные километры, около 20, наверное. То есть, если вы будете выезжать в 4 утра из Абхазии до Краснодара, реально доехать за 7 часов. Это мы еще, считай, заезжали в Адлере на ЖД вокзал, крутились, там и дождь был. Скорость была немножко снижена. Вот, над Краснодаром висит вот такая чернота, тоже, видимо, дождь. Только что было солнце везде. До Москвы осталось 1342 километра. До Краснодара 2. Поедем в Краснодар. На самом деле мы едем в сторону Волгограда. В Москву нынче не поедем. Река Кубань проезжаем. Шлюзы, видимо, да, эти, которые... Эх, посмотреть бы интересно. Сделали бы какую-нибудь стоянку. Нельзя, наверное, да, охраняемый объект. Конечно. Привет, Краснодар. Сегодня ты такой мокрый и темненький. Я половину пустую, наверное. Думаешь? Просто они там все, там оки, метро, куча стоит. Много. И Краснодар проехали мы, На въезде в Краснодар. а на въезде в Краснодар со стороны Волгограда, ну или там Москвы, со стороны М4, наверное, да, правильно сказать? Вот такая ситуация. Сужение. Много фур стоит. Ну, легковушки, конечно. Едут, конечно, но потихоньку. Смотрите, сколько времени мы уже едем, а они вот еле-еле
эту в сторону Краснодара. Сейчас 11 часов утра. Поэтому делайте выводы, если вы поехали на машине к морю. Наверное, нужно как-то подрасчитать, чтобы не было вот этой пробки. Потому что в основном все равно все утром едут, выезжают. Кто-то позже, кто-то раньше. Мы вот хорошо сделали. Мы доехали до Краснодара, грубо говоря, да. Переночевали там, погостили. И уже из Краснодара мы выехали рано утром и поехали в сторону Сочи. Приехали в обед без всяких пробок. Также и сейчас мы выехали из Абхазии через Сочи рано утром. Я думаю, что сейчас уже там тоже большое скопление машин. Вот посмотрите, сколько километров едем, а они все там плетутся и плетутся навстречу. Вот только здесь рассосались маленько. Там впереди идущих машин вообще не видно от брызгов. Как в тумане. Ощущение, как будто они вообще по реке едут. Оу. Вот это да. Обалдеть. Баннер висит. Мы рядом. Это не та. Ну, там в ту сторону ложка за мамы. 160 километров. Мы рядом, 160 километров. Короче, это же та же сеть, по-моему, что помпончик. Я хочу попробовать эти пончики. Не знаю, попробую я их сегодня или нет. Потому что когда мы мимо них проезжаем, я не голодная. Когда я хочу их съесть. Их нет рядом. Дождь так и льет, продолжает. Уже час по дождю едем. Краснодара мы проехали немногим больше часа. И первый участок платной дороги у нас. У нас транспондер, поэтому мы идем в 11-е окошко. В 11-е дупло. Дупло. 360 рублей пишет. Класс первый. Ну и в ту сторону это самая дорогая была, да? Остальные все подешевле, там Это самый большой участок, потому что. Так удобно, да, не надо там деньгу доставать, карту доставать. Так некоторые еще, вот говорят, умудряются с наличкой ехать и ждать сдачи, считать до копеечки и стоять там по полчаса Да зачем? после этого дупла, ну. Бывает. Сколько этот транспондер стоит? 800 рублей. Ну вот. Транспондер 800 рублей. Где ты его на Вайлдберрис заказал? Я думаю, что оно того стоит. Это вам не 8 тысяч, блин. Поставил. Кто часто ездит? Ну да, для тех, кто часто Те, ездит. кто разовый, нафиг не нужен. Но он, смотри, он как работает. А вот сейчас мы им попользовались, а на следующий год мы им снова можем воспользоваться. А если мы им там года 2 не пользуемся, все равно он рабочий. Он работает, пока у него батарейка не сядет. Батарейки, говорят, хватает на 5 лет. Но я не знаю, насколько это правда по отзывам.
которые там лежат, они списываются, теряются. Следующий платный 270. Может, все-таки большинство людей по бесплатной где-то дороге едут? Ну да, есть, конечно. Платная не может быть, должна быть альтернатива. Не могут они единственную дорогу сделать платной. Поэтому она такая не загруженная, платная. Может быть, может быть. Мы, в принципе, и туда ехали, не загруженная была. Нет, была тяжелая дорога. Ну, Нет. трафик был нормальный. На 90. Все равно нормально. Посмотри вот предыдущую серию. Не предыдущую, преды-преды. Надо рассказать подписчикам, что мы опять просахатели помпончик. Да, блядь, дебилы ставят за 100 километров баннера, перед самим помпончиком не ставят. Если нахрен, я же не могу с жопой держать там Вообще, попутный. конечно, странно, да. Издалека видно, что там что-то красное стоит. А что красное? Там Лукойл заправка. А за ним помпончик этот, его и не видно. Извините, машины-то идут. Поэтому остались мы без помпончиков. Ну, значит, так должно быть. Нехрен жрать, что попало, да? Интересно, они вообще вкусные, нет? Расскажите хоть, кто пробовал. Да должны быть еще, я думаю. Нет, навряд ли уже. Они же только на М4. Но 228 километров еще набьем. Еще, да? Ну ладно. Тогда мы уже покушаем, и я не буду их хотеть, как обычно. А ты посмотри. Навигатор. Не буду смотреть. Нахрен они нужны, эти помпончики. Мотоциклисты с какими-то нероссийскими номерами едут. Там буквы ЛПР. Что такое ЛПР? Флаг, может, сфоткается. Что за ребята такие интересные? И, кстати, да, я сейчас в предыдущем видео там сказала, нахрен мне эти нужны помпончики. Не пишите мне, пожалуйста, мат вас не красит там или еще что-нибудь типа того. Красит, не красит, я сама знаю. Как хочу, так и разговариваю. Кому не нравится, можете закрыть уши, глаза или вообще не смотреть. Я голодная, злая, да? Ты проголодалась? Наверное. Уже проголодалась. Нет, я, конечно, шучу, не надо закрывать глаза. Ну просто можно подумать, все такие святые, никто не матерится. Да, бывает. Могу вообще на чистом мате разговаривать. Могу вообще не материться. Иногда вот бывает для связки слов. Междометие, так сказать. Вот так вот. Вот такая я нехорошая. Все-таки помпончик случился. Сейчас посмотрим, что за помпончик. Что там дают, насколько это вкусно. Так, мусор хочу выкинуть. Пойду посмотрю, что здесь на ярмарке продают. Интересно. Орешки. О, кстати, арахис. Такими мешочками. Только прямо плотно набитый. Грецкий орех мелкий, покрупнее. Арбузы огромные такие уже.
Так, всякие вот эти вот вареница, которые я уже купила, орехи в меде, сладости, масло, по всей видимости. Так, тут что? Кстати, чурчхела вот в коробочках молодцы делают. Вот эти вот трюфели, это вкусно, между прочим. Только я уже... Здравствуйте. Не, я себе. Запомни, как муж говорит, я запомню, говорит, а ты все снимаешь. Я, знаете, хотела спросить, вот это вот что, варенье какое-то, да? Это вы называете варенье, а у нас это получается мед. Это все в меде. Вот Ага. эта вся трава, это все в меде. И сколько вот такая, допустим, 350 рублей. Мгм. Как и это прошлогодняя цена. В Понятно. этом году цена здесь не изменилась. Понятно. Это когда болеет человек, на такую тряпочку или на марлечку, и вот сюда класть, и вот хорошо. И ложку чая и пить можно. Да? Хорошо снимать простуду. Прям вот это храп потом не бывает. Вот когда этот, такое не бывает, да? Вот дышит хорошо, потеет человек. Оно здесь все в травах, все. Единственное, что шишки там есть. Шишка. вижу. Все в травах. Хорошая. Ясно, очень всё. хорошая. Я Спасибо. свои- А орехи сколько стоят? Там сколько в этом мешочке? Фундук или грецкий, который А я фундук и не увидела даже. Да, фундук, значит, 500 рублей килограмм. Вот это крупный 350 рублей. И вот это крайний по 200 рублей. Он помельче, Только да? потому, что мельче, да. Это вот сама сеточка 350 Нет, килограмм, а там Килограмм. сеточки побольше, да? Сейчас скажу. Ну, примерно. Кило 300, Ага. кило 400. Вот так вот. Какой-то 1,5, вот там мешок больше. Ну, видно. Понятно, все, спасибо не за большое. Пойду посмотрю, что там еще интересного. Мармеладки, вот из орешков, все. Чаи, кстати, всякие разные. Лаванда. Моя любимая, но у меня лаванды полно, поэтому мне лаванда не нужна. Аджика. Свежая горячая кукуруза. Фигурки. Кукуруза. Сколько кукуруза стоит? 150 рублей. 150. А переводом можно? Можно переводом. Вместо помпончиков у нас будет кукуруза. Я не знаю, насколько она тут вкусная. Цвет какой-то разный. Вообще помпончики мы кушать не стали. Это не потому что- аппетитно. Да, как-то, посмотрели то, что люди едят, да? И сами даже помпончики, они какие-то некрасивые. Лежат, вот я понимаю, что муляж красивее там лежал. Я понимаю, когда взял помпончик, он прямо с пылу с жару, стрескал его. А тут они лежат уже прямо вот много. И черные такие, как будто их там в каком-то масле жарили. Потом хотели борщ. Посмотрела, люди берут борщ, а он прямо, как будто это Красная не вода. борщ. И пюре картофельное, как будто бы разводное. В общем, не стали мы рисковать. Еще в очереди там стоять. Вышли, прошлась по этой ярмарке. Стоят там, значит, вот эти вот баночки. Утром, когда мы выехали там из Сочи, у дедушки у какого-то на дороге я подошла, купила 2 баночки с варенья. Один там, по-моему, с липой, второй с тархуном. Варенье или мед, не знаю, что это. Я купила по 200 рублей. Здесь подхожу, точно такие же баночки. Женщина мне говорит, вот там из Сочи, там туда-сюда. И цена 450 рублей. Вообще как бы нормально. Она говорит, это все свежее, там трали-вали. Ладно. Смотрю, горячую кукурузу продает. Взяла 2 кукурузины, она прям горячая. И что вы думаете? Мы ее пошли вернули, потому что у нее вкус солярки. Я не знаю, где ее там держали, где она лежала. Но вот факт в том, что наелись. В общем, мы едем
в какое-нибудь кафе. Чижик. Чижик, Озон. Вот у них такие склады. Или как это правильно называется? Сортировочные. Машины, видимо, стоят, ждут очередь на разгрузку или на погрузку. Яндекс.Маркет тоже большая. Воняет так, как клеенкой новой. Тут Магнит, Пятерочка, Табак — это магазины. А2 групп, распределительный центр Пятерочка. Большой такой, огромный просто. Машин много. Все, дальше поле. Порция борща огромная. Мясо целая куча. И на вкус вкусный. У Антона вот одна тоже здоровая порция. Такая кафешка, ребята, усадьба. Сейчас так, нету адреса. Ну вот за заправкой Тибойл в Ростовской области. Очень-очень вкусно покушали. Просто вообще бомбически. Перед Волгодонском со всех сторон огромное количество вот таких вот теплиц небольших. Прям много-много везде. Слева, справа. Что в них растет, я понять не могу, потому что они все закрыты. На полях растет капуста. А вот что в теплицах, может быть, помидоры. Просто вот едем и нескончаемые поля этих теплиц. Капуста пропалывают. Вообще нас навигатор повел через Волгодонск. И тут дорога получше, чем мы ехали туда. Потому что... Почему он нас повел-то через Волгодонск? Оказывается, мы туда-то ехали через Волгоград. У нас была точка Волгоград. Мы должны были там погулять, переночевать. И из Волгограда он нас выводил другой совсем дорогой. И была такая неприятненькая дорога. Она была, ну так, маломальски загружена. Узкая. Где-то местами не очень хорошая. И мы ждали, что сейчас мы по этой дороге поедем обратно. А сейчас едем и кайфуем. Вот смотрите, когда эти журавли или аисты, кто там, я не знаю, огромные, белые, они по полям ходят. Я не знаю, кто такие. Везде вот на полях эти большие птицы худые. Мне кажется, это журавли. Вот они. Шеи свои вытянули длинные. Да, скорее всего, журавли какие-нибудь. Я не знаю, кто такие журавли, я только на картинках видела. Ну, якутских журавлей видела, стерхов. И вот, в общем, отвлеклась я. А сейчас смотрим, что он нас повел по хорошей дороге. И прямо вот Антон говорит, я еду и кайфую. Дорога не перегруженная, дорога хорошая. И едем. До Волгодонска осталось около 100 километров. Это худенькие ножки на мостах. Ты. Такой прямо канал. Вау, красиво. И вот едешь здесь по Ростовской области, это же красиво так. А что он так прижался к этой? Врезался, что ли? По Ростовской области едешь. Что впереди камера на 60.
Тоже столько всяких птичек. Лебеди огромные там плавали далеко. Вот эти вот журавли или кто они там, белые журавли, по-моему, это какие-то. Уточки плавают в озерах. Красота такая, так приятно наблюдать. Держитесь правее, а затем круговое движение. Второй съезд. Сады какие-то были. Я говорю, что мне туда необходимо попасть, потрогать. То он смеется надо мной. Тут просто обычно, если проезжаешь, они там на трассе стоят, своротов нет. На дороге не остановишься. Держитесь правее, а затем круговое движение. Второй съезд. Ведерников. Винодельня Ведерников. Вино тут делают. Прямо 6 километров. Виноградники. Тут такие попышнее виноградники, чем в Абхазии, например. В Абхазии какие-то худенькие. Их, может, только посадили, молоденькие, а эти уже старенькие. Это мы Константиновск проехали. И, кстати, Бахча по левой стороне была. Арбузы прямо растут действительно под пленкой, я увидела. Каждый арбуз укрыт пленкой. Так интересно. Уже говорят, что местные арбузы продают, те, которые пленочные, как они говорят. Не знаю. В Белореченске клубнику под пленкой выращивают. А тут же какой-то поселок или что, Цимлянск. Там, наверное, цимлянское шампанское делают. Здесь ремонт идет 3 километра. Вот так вот люди на дороге останавливаются. Это не есть хорошо. Легкие. Опасно. Здесь видно, что дорога новая, еще даже разметки нет. Какая красивая ровная дорога на Цимлянск. Цимлянск — это, оказывается, город. Извините, пожалуйста. Не знала. Остановились настроить навигатор и посмотреть, что же это такое растет на поле. Желтенькое. А это растут какие-то колоски. Прям. Проехали небольшой кусочек дороги, которую ремонтируют. Каменск-Шахтинский налево, Волгоград направо. А туда мы, по-моему, по этой дороге ехали, да? Ты пидор, блядь, не мог раньше включить? Нормально. Простите, пожалуйста, меня, уважаемые телезрители, блядь. Прямо 167 километров. Запикаешь. Ты умеешь пикать? Пип, пип, пип. Да. Вот Суровикинский район. Такая нехорошая дорога. Благо, что она пустая. Заплатка на заплатке. Колбасит. Мало приятно. До Волгограда осталось примерно 100 километров. Сейчас пытаюсь искать какую-нибудь гостинку. Время 6:30 вечера. Впереди камеру на 60. Пораньше ляжем, пораньше встанем. Интернета нет пока. Ширковский.
кафе, кемпинг, душ. Мы хотим чуть-чуть подальше. А у нас радуга перед Волгоградом. Но только один ее мостик видно, второго нет. По мосту через реку Дон едем. Опять же покажу с этой стороны. В прошлый раз в ту сторону показывала, сейчас эту. Большая река, кораблик какой-то по ней идет. Там вообще какой-то речной порт, видимо, корабли стоят, краны. И дождик пошел. Красиво очень. Постель чистая, белоснежная. Чайник, тумбочки, кресла, вроде бы все чистенько. В шкафу полотенца, тапочки. Жарко. Так, санузел, душевая кабина. Что-то тут... это, видимо, заклеено, что ли, была, или что? Все чистенько. Берем. Сейчас я вид из окна покажу. Частный сектор. Улица Ужгородская. Классно так сверху. Мы смотрели, не смогли родину мать найти. Где ее видно? Где-то в другом конце города, что ли? Вот смотрите, гостиница Бриз. Адрес ставьте на стоп и смотрите. Гостиница неплохая и недалеко от трассы. Руки трясутся, устала. Ну и как всегда, от всей души мы вас благодарим за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш Телеграм, Рутуб. Спасибо вам еще раз и до новых встреч!